Здравствуйте, в эфире Амчера и гость сегодняшней нашей передачи Джансух Эдуардович Нанба, который с 2015 по 2018 года занимал должность начальника управления казначейства Республики Абхазия. С 2018 по 2020 года был вице-премьером, министром финансов Республики Абхазия. С мая 2020 года был назначен заместителем руководителя администрации президента. Помимо этого, Джансух Эдуардович является кандидатом экономических наук и с 2010 года не прекращает преподавательскую деятельность в Абхазском государственном университете. Сегодня мы постараемся узнать у него немного о работе администрации президента, а также узнаем, какие функции он выполняет на должности заместителя руководителя администрации президента. Здравствуйте, Джансух Эдуардович. И прежде чем мы перейдем к беседе, мой первый вопрос. Как COVID-19 повлиял на работу администрации президента? Добрый день, Арда. Администрация президента, как и все остальные организации, конечно же, реагировала на те ситуации, которые возникали в связи с коронавирусной инфекцией. В первую очередь мы пытаемся соблюдать дистанцию, пытаемся использовать средства защиты, обрабатывать руки, избегаем массового скопления людей. В периоды наиболее, так скажем, наибольшей активности вируса мы разрабатывали различные графики, по которым некоторые сотрудники ходили на работу по графику. Джансух Эдуардович, расскажите, чтобы зрители понимали вкратце о работе администрации президента, о структуре, каков штат администрации президента? Если говорить о структуре администрации президента, в первую очередь мы должны сказать о главных управлениях. Это государственное правовое управление, это экспертное управление, это управление экономики, также у нас есть хозяйственные отделы, финансовый отдел и ряд других отделов, которые помогают осуществлять деятельность администрации президента. Количество людей, работающих на сегодняшний день в администрации президента, составляет порядка 90 человек. Джансух Эдуардович, какие функции и задачи предусмотрены на вашей должности? Как вам известно, администрация президента — это орган, который обеспечивает деятельность президента Республики Абхазия. Моя должность как заместитель руководителя администрации президента предполагает курирование блока финансово-экономических вопросов. В частности, мы занимаемся анализом ситуации в стране, анализом статистических данных, которые мы оперативно получаем по мере их появления. Мы проводим проводим мониторинг различных вопросов, как поступающих к нам от юридических лиц, различных организаций, так и вопросов, поступающих из правительства. Все эти материалы, которые обрабатываются у нас, оформляются в соответствующем виде и предоставляются уже президенту на ознакомление. Исходя из тех данных, которые мы представляем, президент в той или иной степени принимает соответствующие решения и дает поручения, за исполнением которых мы также следим, мы отслеживаем, постоянно общаемся с непосредственными исполнителями этих поручений, контролируем сроки выполнения этих поручений, ну и докладываем о результатах, которые есть в рамках этих поручений. А как часто вы докладываете президенту? Наша работа настолько оперативна, что нельзя сказать, что есть какая-то периодичность докладывания. Информация доставляется президенту по мере необходимости. Это может быть и один раз в день, и несколько раз в день. По более глобальным вопросам мы придерживаемся отчетных периодов, то есть это информация по результатам отчетного месяца, допустим, об исполнении доходной или расходной части республиканского бюджета, государственного бюджета. Если речь идет о материалах, которые готовятся на основании данных статистики, то это квартальные данные, полугодовые и так далее. Но также возникают оперативные вопросы,
которые в ежедневном формате докладываются президенту и обсуждаются. Какие именно ведомства вам предоставляют информацию и эти статистические данные? И кто именно вот занимается анализом? В соответствии с положением администрации президента Республики Абхазия, нашему органу обязаны предоставлять сведения все министерства и ведомства. С этим никогда у нас проблем не возникает. По официальным запросам оперативно предоставляется информация. В зависимости от характера рассматриваемого вопроса, руководитель администрации определяет, какой из заместителей будет вести данный вопрос. И если говорить о моей деятельности, то все вопросы экономического характера, социально-экономического, финансового характера, они, безусловно, спускаются на уполномоченное управление экономики. Сотрудники этого управления проводят соответствующую работу и уже в виде или аналитической справки, или служебной записки подготавливают результат своей деятельности, который в дальнейшем уже представляется президенту. И вы непосредственно докладываете президенту. И какой он в работе? Вам комфортно с ним работать? Безусловно, со Славом Георгиевичем работать очень комфортно при всей его строгости. Комфортность заключается в том, что он пытается детально вникнуть во все вопросы, он не относится к вопросам поверхностно. Это упрощает работу, это делает работу с ним более эффективной. Вот в этом плане очень комфортно с ним работать. В положении администрации президента указано, я буквально зачитаю: в целях обеспечения деятельности президента Республики Абхазия администрация президента осуществляет функцию государственного финансового контроля на территории Республики Абхазия. Расскажите, как именно администрация президента осуществляет финансовый контроль? В администрацию президента передаются результаты работы наших органов государственного финансового контроля. На сегодняшний день в Абхазии их у нас на республиканском уровне два. Это контрольная палата и управление, контрольно-ревизионное управление Министерства финансов. Отчеты о проделанной работе, отчеты о проверках ведения хозяйственно-финансовой деятельности, отчеты о расходовании бюджетных средств, о использовании государственного имущества поступают к нам. Мы их детально изучаем, систематизируем и реагируем. То есть администрация президента в части финансового контроля осуществляет наблюдение за исправлением выявленных нарушений. Нами направляются соответствующие поручения правительству. Если речь идет, допустим, об какой-то администрации района или города, соответственно, через правительство мы отправляем запросы и требуем ответа о мерах, которые предприняты, и нацеливаем, так скажем, те организации, которые проверялись, на то, чтобы впредь такие нарушения не повторялись. Ну, если речь идет о крайне каких-то грубых, серьезных нарушениях финансового характера и так далее, установлен соответствующий порядок, подключаются и правоохранительные органы, то есть все эти проверки, они не остаются, так скажем, без внимания. Джансух Эдуардович, очень актуальный вопрос на данный момент. Это принятое решение правительством, наверняка было отправлено в администрацию президента на согласование. Я сейчас говорю о легализации майнинговых ферм. Как так получилось, что вот не предугадали, что буквально через месяц принятое решение повлекло за собой глобальные проблемы для населения? Ну, если вы позволите, я бы поправил вас немного. Это не решение принятое привело к тем же верным отключениям, а ситуация, складывающаяся на рынке, так скажем, добычи криптовалют в Республике Абхазия за последние годы
привела к такой ситуации сегодня. Данное решение правительства, безусловно, очень внимательно обсуждалось, рассматривались, были различные точки зрения, но администрацией президента было принято решение поддержать правительство, то есть согласовать данный проект как процесс регулирования данного вида деятельности. Вы знаете, что добыча криптовалют не является на сегодняшний день предпринимательской деятельностью. И не только для Абхазии, а для большинства стран данная проблема является серьезной. И многие до сих пор не знают, как быть с этой деятельностью, считать ее предпринимательской, не считать ее предпринимательской. А побочным эффектом данной деятельности, как нам с вами известно, является высокое энергопотребление, потребление электроэнергии. И на протяжении многих лет, а в частности с 2016 года, вы знаете, что активно наши граждане, организации завозили это оборудование, устанавливали. Были попытки и ранее запретить эту деятельность, но, к сожалению, существенного эффекта эти решения не принесли. Данное решение правительства направлено на, так скажем, регламентацию этого вида деятельности. Предлагаются различные варианты регулирования. И та ситуация, с которой мы столкнулись сейчас, она еще раз подчеркивает актуальность и важность такого вида деятельности, как добыча криптовалют в Республике Абхазия и влияние этой деятельности на нашу энергосистему. Мы с вами видим, что на протяжении нескольких недель за период начала верных отключений путем реализации принятых решений Министерство экономики совместно с Черноморэнерго, уполномоченными правоохранительными органами добились определенных результатов. Сегодня мы с вами имеем уже отключение до 2 часов в день. Мы очень надеемся, что данная деятельность будет продолжена по ограничению незаконного потребления электроэнергии майнерами, и в ближайшее время мы выйдем на безверное, так скажем, потребление электроэнергии. Можно создать специальные площадки, на которых будут установлены эти же аппараты, которые сегодня, возможно, в подвалах стоят, и будут платить арендную плату государству. Такой сценарий возможен, как вы считаете? Безусловно, возможен, но вся проблема в том, что этот вопрос надо рассматривать в комплексе взаимоувязанных и зависящих от друг друга моментов. Система наших электросетей находится в аварийном состоянии. Об этом говорят специалисты, об этом говорят уполномоченные органы. И в данной ситуации нужно быть очень учитывать все эти моменты и изыскивать такие возможности, которые позволят определить конкретную локацию, где будет достаточно мощностей, электрических мощностей, чтобы не нагружать наши электрические сети, чтобы это не шло во вред нашим гражданам, чтобы они не остались без света, чтобы производство криптовалют никак не влияло на качество электроэнергии, которой пользуются наши граждане. Джансух Эдуардович, не могу не задать вопрос про закон об НДС, так как он периодически всплывает в обществе, его часто обсуждают, и недовольные предприниматели до сих пор пытаются как-то повлиять на отмену этого закона. Если даже не отменять его, то можно этот закон пересмотреть? Вы наверняка знаете, что работа в этом направлении ведется. На сегодняшний день в парламенте в первом чтении принят законопроект о внесении изменений в закон о налоге на добавленную стоимость. Нужно отметить, что правительство выступило с рядом предложений по этим корректировкам.
Нужно понимать, что прямая отмена закона на добавленную стоимость не представляется возможным и нецелесообразно. Это налог, который является одним из источников пополнения доходной части нашей бюджетной системы. Но есть ряд моментов, которые можно отрегулировать, вопросы, касающиеся администрирования, вопросы, касающиеся предоставления отсрочки. То есть есть ряд предложений, которые сейчас активно рассматриваются в парламенте, и я думаю, что после внесения и принятия данных поправок актуальность, так скажем, этого вопроса, она спадет на нет. Более того, есть не только методы корректировки данного закона, есть предложения по принятию новых систем налогообложения, допустим, упрощенная система налогообложения. Над этим законопроектом тоже идет работа. Это позволит в какой-то степени снять нагрузку с определенной категории предпринимателей, которые не занимаются крупным бизнесом, а являются средними, мелкими предпринимателями, для которых данный налог является, так скажем, ограничением в дальнейшем развитии, вообще в деятельности. Но, опять же, мое мнение, что налог на добавленную стоимость должен оставаться. Насколько изменились данные, которые к вам поступают за период пандемии? Насколько сильно изменилась экономика в нашей стране? Данная пандемия внесла корректировки в деятельность всех стран, и Абхазия, безусловно, не остается в стороне. Фиксируется, значит, снижение деловой активности. Все это можно объяснить. Объясняется это теми ограничениями, которые вводятся и у нас в стране, и в Российской Федерации, и вообще в других странах. Все это объясняется переориентацией приоритетов государств, правительств. На данном этапе первостепенной задачей становится сохранение здоровья нации, сохранение здоровья граждан. И в этой связи приходится иногда принимать такие решения, которые негативно сказываются на экономической ситуации. В частности, у нас были распоряжения президента правительству разработать, значит, соответствующие меры поддержки субъектов предпринимательства. Они были реализованы. Часть из них не удалось реализовать, так как законопроект, который был направлен в парламент, не был поддержан, к сожалению. Но есть ряд других мер, которые реализованы. Мы не можем сказать, что смогли в качестве государства оказать какую-то существенную финансовую помощь именно предпринимателям. Ну, и это объясняется ограниченными финансовыми возможностями государственными. Но если мы рассматриваем с вами саму ситуацию с вирусом, с заболеваемостью, то есть развернутая информация о том, какие объемы денежных средств были направлены на эту борьбу. Вы знаете, что в бюджете на 2021 год планируется специально отдельно взятая строка, значит, в объеме 40 миллионов рублей на программу, которая будет направлена на предотвращение распространения и борьбу с ковидом. Вот вы сказали, первое — это спад деловой активности. Что еще? Ну, как следствие, спад деловой активности ведет к снижению поступлений налоговых платежей в бюджет, ведет к снижению, значит, других отчислений, страховых взносов и так далее, ведет к закрытию определенных предприятий, а это, в свою очередь, люди, которые остаются без работы, люди, которые теряют свои, значит, источники доходов. Со всем этим мы сталкивались, и мы прекрасно с вами помним, что в период закрытия границы, в период жестких ограничительных мер активно, значит, решались вопросы социального характера. Это и
гуманитарная помощь, значит, наиболее незащищенным слоям населения. Это и оказание медицинской помощи. Очень многое сделано в части выстраивания механизма, значит, выявления больных коронавирусной инфекцией, дальнейшего их лечения. Ну, я думаю, об этом сегодня всем известно, и нам говорить не приходится, но сам факт, коронавирус существенно изменил нашу деятельность. Какие экономические законопроекты рассматриваются в администрации президента, возможно, уже в разработке для того, чтобы отправить в парламент Республики Абхазия? В рамках исполнения одной из основных функций своей деятельности администрации президента работает с представленными законопроектами, дает заключения и направляет их в парламент. Из экономических законопроектов, которые были направлены в парламент, мы можем выделить отдельно. Это закон о республиканском бюджете на 2021 год. Знаете, что проделана достаточно большая работа в условиях, значит, коронавирусной инфекции, в условиях тех корректировок, которые пришлось сделать. Данный законопроект был разработан в установленные законом сроки и направлен в парламент. Также в парламент был направлен законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в рамках исполнения распоряжения президента о поддержке субъектов предпринимательства. Из законопроектов, над которыми сейчас идет работа, можно выделить законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс. Речь идет о приведении в соответствие действующего Таможенного кодекса с действующим законодательством. Вносятся серьезные изменения в части добавления, значит, тех видов нарушений, которые ранее у нас почему-то не были отражены в Таможенном кодексе. Ну и помимо законопроектов направляются различные вопросы, которые входят в полномочия парламента. Ну, из последних, это, наверное, достаточно таким положительным, на мой взгляд, решением парламента было принятие решения о выделении земельного участка для, значит, строительства санаторно-курортного объекта на территории села Тамыш в прибрежной зоне. Мы надеемся, что данный проект будет реализован. Со своей стороны он носит еще и социальную ориентированность, потому что туда в процесс работы данного объекта будут вовлечены и местные жители. Это рабочие места, это заработная плата стабильная, ну и, безусловно, это создание новых мест, объектов размещения, что ведет к, так скажем, увеличению деловой активности, увеличению налоговой базы, ну и поступлению в бюджет. Вы были на высоких должностях при прошлой власти и сегодня занимаете высокую должность. Сравнивая работу тех же государственных структур, в которых вы работали и которые сейчас курируете, можете наблюдать какую-то динамику? Ну, безусловно, с течением времени работа того или иного ведомства всегда корректируется, вносятся определенные изменения. Если говорить о том ведомстве, в котором я работал, в Министерстве финансов, то, как вам известно, значит, практически, да, можно сказать, что 100% коллектива осталось, поменялся министр, да, продолжается та работа, которую вели мы, в свою очередь. Существенные изменения на данном этапе внесены в закон об основах бюджетного устройства. Все это диктует время. Безусловно, работа, которая ведется тем или иным ведомством, она должна отвечать реалиям времени.
и те вызовы, и те задачи, которые ставятся перед ними, должны четко исполняться. Как вы считаете, есть ли дублирование между кабинетом министров и администрацией президента? Потому что часто всплывают эти разговоры. Наверное, это скорее всего вопрос об оптимизации. Вы как считаете? Ну, если говорить о дублировании, на мой взгляд, при внимательном рассмотрении структуры и деятельности работы того же аппарата Кабинета министров и администрации президента, сложно разглядеть какое-либо дублирование. Данные организации выполняют свой функционал четко, который в целом вписывается в систему государственного управления. Если говорить об оптимизации, да, оптимизация, безусловно, она нужна. И вам известно, что на протяжении последних 2 лет были определенные результаты в части оптимизации именно органов государственного управления. Если мы говорим об администрации президента, то президентом поставлена задача, что до конца года структура и штатное расписание администрации президента меняться не будет, но вполне возможно, что на будущий год с учетом тех задач и целей, которые будут поставлены, будут внесены определенные корректировки и в структуру, и в штатное расписание. Все это будет зависеть от той работы, которую мы будем утверждать уже в следующем году. Чего вы ждете через год из того, что вы планируете? Ну, в первую очередь мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы все цели и задачи, поставленные перед нами, были реализованы. Мы будем стараться довести до логического завершения начатые ранее дела. И очень надеемся, что в течение следующего года в нашей деятельности будет очень много позитивных моментов. Если говорить о глобальных задачах, в частности, мы очень надеемся, что нам удастся побороть COVID-19 в 2021 году, и мы избавимся от этой болезни навсегда. Мы очень надеемся, что принятые решения позволят существенно изменить экономическую ситуацию в нашей стране. Будут реализовываться различные инвестиционные проекты, будет эффективное освоение бюджетных средств, реализация инвестиционной программы Российской Федерации. И хотелось бы видеть, что результат нашей работы положительно сказывается на жизни простых граждан.